Всем привет, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра А+. Давайте разберем некоторые задания предыдущего среза. Итак, третье задание. Наш круг поделен на три сектора. Углы первого и второго сектора равны 100 и 130 соответственно градусов. Необходимо найти угол третьего сектора. Мы знаем, что полный оборот это 360 градусов. Тогда, чтобы найти третий, нам необходимо от 360 градусов отнять 100 и 130. 360 минус 100 это 260, и минус 130 получается 130 градусов. Следом четвертое задание идет. Круг поделен на 4 сектора. Угол первого, второго и третьего равны соответственно 60, 120 и 80 градусов. Необходимо найти угол четвертого сектора. В данном случае мы опять от 360 будем отнимать известные наши числа. 360 минус 60 это будет 300. Минус 120 – 180, и еще минус 80 будет ровно 100. Далее седьмое задание. Круг поделен на три сектора, угол первого и второго по 120 градусов, необходимо найти угол третьего сектора. Отнимаем от полного оборота, то есть от 360 градусов 120 и еще раз 120. 360 минус 120 это 240, и еще раз минус 120 будет 120. Далее девятое задание. Круг разделен на три сектора. Известно, что сумма первого и второго сектора равна 220 градусов, второго и третьего 310 градусов. Необходимо найти угол второго сектора. Итак, если мы возьмем полный оборот, это 360 градусов, и отнимем от него угловой размер первого и второго сектора, то мы получим угловой размер третьего сектора. 360 минус 220 это будет 140. Это у нас угловой размер третьего сектора. Мы знаем, что второй и третий сектор вместе дают 310 градусов. Чтобы найти угол второго сектора, получается, нужно от 310 отнять 140. Получаем 170 градусов. И это и есть наш ответ. А теперь разберем некоторые задания из домашней работы. Итак, первое задание. На сколько прямоугольных секторов можно разделить круг? Прямоугольный сектор имеет угол, на который он опирается, равный 90 градусов. Чтобы найти количество таких секторов, нам нужно полный круг, то есть 360 градусов, разделить на угол одного сектора, 90 градусов. И тогда мы получаем 4. И это и есть наш ответ. То есть круг можно разделить на 4 прямоугольных сектора. Далее четвертое задание. Необходимо начертить круг с центром в точке О и поделить его на 9 равных секторов. И при этом найти угол каждого сектора. Итак, у нас есть круг. Давайте для начала найдем угол каждого сектора, чтобы, зная данный угол, примерно разделить круг на 9 равных частей. Мы для этого 360 градусов, то есть полный круг, делим на 9. Получаем 40. 40 это угол каждого сектора. Ну а далее примерно рисуем углы, равные 40 градусов. И каждый из углов будет, как мы и ранее говорили, по 40 градусов. Далее седьмое задание. Круг поделен на 4 сектора. Первый сектор имеет угол 50 градусов, у второго сектора угол в 2 раза больше, чем у первого, у третьего сектора угол на 20 градусов меньше, чем у второго, и необходимо найти угол четвертого сектора. Давайте найдем угол второго и третьего для начала. Итак, если мы 50 умножим на 2, мы получим угол второго сектора. Это получается 100 градусов. Далее, у третьего на 20 градусов меньше, чем у второго. То есть это будет 100 минус 20. 80 градусов. Ну а далее, чтобы найти угол четвертого сектора, нам нужно от 360 отнять 50, 100 и 80. 360 минус 50 это будет 310, минус 100 210 и минус 80 получаем 130 градусов. Десятое задание. Круг поделен на 3 сектора. Угол первого и второго сектора в сумме дает 180 градусов. Нам необходимо найти угол третьего сектора. Итак, если все вместе дают 360 градусов, а первый и второй вместе дают 180, то чтобы найти третий угол, нам необходимо от 360 отнять сумму первого и второго, то есть 180. И у нас получается 180 градусов. Тема данного урока – делители и кратные натуральных чисел. Итак, если у нас k делится на d, и делятся они без остатка, то k это является кратным числа d. А d является делителем, соответственно, k. К примеру, это может быть 8 делить на 4. 8 делится на 4 без остатка, а значит 8 является кратным 4. А соответственно четверка является делителем числа 8.
А теперь давайте поговорим о делителях поподробнее. Допустим, у нас есть число 15. 15 без остатка мы можем разделить на 1. Получится 15. Можно разделить на 3. Получается 5. Можно также разделить на 5. Получится 3. И, соответственно, 15 можно разделить на само себя. Получится 1. В данном случае наименьшим делителем для любого числа всегда является единица, так как мы любое число можем разделить на 1 без остатка. А наибольший делитель для любого числа является само это число. То есть, к примеру, для 15 наибольший делитель это 15. Для 16 это будет 16 и так далее. Сами делители записываются таким образом. Мы пишем букву D, что означает делители, в скобочках 15. Вместе это означает делители числа 15. А дальше мы перечисляем все делители в фигурных скобках. А теперь давайте проговорим про парные делители. Допустим, у нас есть число 24. 24 можно разделить на 1, и мы получим 24. Соответственно, 24, если разделить на 24, мы получим 1. 1 и 24 являются парными делителями числа 24. Далее, если мы 24 разделим на 2, то мы получим, соответственно, 12. Это значит, что 24 можно разделить на 12 и получить 2. В данном случае 2 и 12 будут являться парными делителями числа 24. Далее, 24 также можно разделить на 3. Получаем 8, а значит 24 разделить на 8 будет 3. В данном случае 8 и 3 являются парными делителями. А теперь 24 разделим на 4. У нас получится 6. Ну и если 24 разделить на 6, то получится 4. 4 и 6 являются парными делителями. Далее 24 не делится на 5, но делится на 6. Мы уже делили на 6. Ну и так далее будет на 8 делиться, на 12 и 24. Так вот, если мы запишем сейчас все делители 24, это 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и, собственно, само 24, то выполняется такое условие. Произведение парных делителей всегда будет равно самому данному числу. То есть это будет первый и последний, второй и предпоследний, третий и предпредпоследний, ну и, соответственно, в данном случае четвертый и пятый. А теперь поговорим о кратных. Во-первых, кратные записываются аналогично с делителями. Просто вместо d пишем k. Допустим, кратные для числа 14 это будет само 14. Следующее число, чтобы получить, нам достаточно 14 умножить на 2. Это будет 28. И 28 будет без остатка делиться на 14. Далее 14 умножаем на 3, получаем 42. Потом 14 умножаем на 4, это будет 56. Ну и каждое последующее число будет на 14 превосходить предыдущее. Их у нас будет очень много. Наименьшее кратное для числа является само данное число, а наибольшего нету, так как у нас числа устремляются в бесконечность. А теперь давайте разберем несколько заданий, связанных с данной темой. Первое задание. Необходимо указать все делители числа 45. Итак, 45 мы можем разделить на 1. Получим 45. А это значит, 45 можно разделить на 45 и получить 1. Далее, 45 можно разделить на 3. И мы получим 15. А это значит, что если 45 разделить на 15, мы получим 3. Далее 45 можно разделить на 5. Получим 9. А это значит, что если 45 разделить на 9, мы получим 5. В итоге получается делители 45 это 1, 3, 5, 9, 15 и 45. Далее второе задание. Необходимо указать первые 4 числа, которые кратны 8. Ну, для начала это сама восьмерка, она кратна 8. Чтобы получить следующее число, нам нужно 8 умножить на 2, ну или к восьмерке добавить восьмерку. В обоих случаях мы получим 16. Далее мы либо 8 умножаем на 3, либо к 16 добавим 8. Мы получим 24. Ну и следующее число будет являться 32. Третье задание. Даны некоторые числа, необходимо указать, какие среди этих чисел являются делителями 120 или же кратны 25. Итак, начнем по порядку. Сначала разберемся с делителями. 120 делится на 5 без остатка. Это будет 24. Среди этих чисел также есть число 24. Давайте сразу и 24 запишем.
Далее 120 не делится без остатка на 9. 120 делится без остатка на 15. Это будет 8. 120 на 21 без остатка не поделится. 24 мы уже записали. 120 также не делится без остатка на 50, но делится без остатка на 60. Получится двойка. Но и 120 не делится без остатка на 75. Далее из этого списка чисел мы найдем те числа, которые кратны 25. Первые 5 чисел нам не подходят, потому что они меньше 25. Далее 25 в данном списке нету. Но если мы 25 умножим на 2, то получится 50. 50 у нас есть. Если же мы 25 умножим на 3, то получим 75. 75 также есть. На этом остановимся, так как чисел больше 75 в списке не присутствует. Ну а 60 на 25 без остатка не поделится. Далее четвертое задание, нужно продолжить наше предложение, то есть дописать либо делитель, либо кратное. Число 45 к числу 15 является кратным, так как 45 делится на 15 без остатка. Б. Число 6 к числу 36 является делителем, так как мы 36 можем разделить на 6 без остатка. А вот В. Число 16 к числу 16 является и делителем, и кратным, так как 16 делится без остатка на 16. Это получится единица. Пятое задание. Необходимо указать все числа, которые являются кратными 6 и одновременно делителями 36. То есть мы будем брать числа от 6 до 36. Во-первых, это будет шестерка, так как шестерка кратна 6, а также 6 является делителем 36. Если 36 поделить на 6, будет 6. Далее возьмем следующее число, кратное 6. Это 12, то есть 6 умножить на 2. 36 делится на 12 без остатка, получится 3. Следующее число, которое кратно 6, будет 18. 36 делится на 18 без остатка, получится 2. То есть 18 нам подходит. Следующее число кратное 6, это будет 24. Но 36 не делится без остатка на 24, поэтому не рассматриваем. Следующее число после 24, которое кратно 6, это 30. 36 на 30 не делится без остатка, также не подходит. Следующее число, которое кратно 6 после 30, это будет 36. И 36 нам подходит, так как 36 делится на 36 без остатка. Более высокие числа мы брать не будем, так как они уже не будут являться делителями 36, так как они больше 36. А теперь перед вами появится несколько заданий. Попробуйте выполнить их самостоятельно. Итак, в первом задании необходимо указать все делители числа 63. 63 можно разделить на 1. Получится 63. А это значит 63 можно разделить на 63 и получить 1. Далее 63 можно разделить на 3. Получим 21. А значит 63 можно разделить на 21 и получить 3. Далее 63 можно разделить на 7. И мы получим 9. А значит 63 можно разделить на 9 и получить 7. Следом после семерки 63 делится на 9, но мы это уже указали. Также делится на 21 и на 63. В итоге все делители 63 это будет 1, 3, 7, 9, 21, 63. Далее второе задание. Необходимо указать первые 4 числа, кратные 12. Во-первых, это само 12. Далее 12 умножаем на 2, получаем 24. 12 умножить на 3, это будет 36. Ну и если 12 умножить на 4, мы получим 48. Следом идет третье задание. Среди данных чисел нужно указать, какие числа являются делителями числа 90, а какие кратны 12. Итак, 90 делится на 6 без остатка. Будет 15. Шестерка подходит. Также 90 делится на 9 без остатка. Будет 10. Далее, 90 на 12 без остатка не делится. 12 не подходит. Также 90 не делится без остатка на 21 и 24. Но на 30 без остатка делится. Будет 3. Далее, 90 без остатка на 50 не делится. На 60 также не делится. И на 75 также не делится. Далее укажем числа, которые кратны 12. Во-первых, те числа, которые меньше 12, это 6 и 9, нам не подходят. А остальные числа, чтобы узнать, нам достаточно 12 умножать на 2, на 3, на 4 и так далее, и проверять, какие числа здесь попадутся. Итак, само 12 у нас есть. Если 12 умножить на 2, получим 24. 24 у нас есть. Если 12 умножим на 3, получим 36. 36 здесь нету. Если 12 умножить на 4, это будет 48. 48 нету. Если 12 умножить на 5, мы получим 60. 60 есть.
Далее, если 12 умножить на 6, будет 72. 72 среди данного списка нету. Далее, если мы 12 умножим на 7, то получим 84. 84 больше, чем 75. Все остальные числа, кратные 12, также будут больше 84. В данном списке их нет, поэтому дальше рассматривать не будем. Четвертое задание. Число 26 к числу 78 является делителем, так как 78 делится без остатка на 26. Это будет 3. Четвертое Б. Число 63 к числу 21 является кратным, так как 63 мы можем разделить без остатка на 21, получим 3. И, наконец, В. Число 101 к числу 101 является и кратным, и делителем, так как при делении 101 на 101 мы получим единицу. Пятое А задание. Необходимо указать числа, которые одновременно кратны и 4, и 6. Поскольку кратных чисел у нас может быть бесконечное множество, то давайте запишем хотя бы первые 6 чисел кратных шестерки. Шестерку для начала берем, так как шестерка больше четверки. Это, во-первых, будет 6, потом идет 12, потом 18, 24, 30 и 36. Ну и так далее. А теперь запишем числа, кратные 4. Это будет 4, 8, 12, 16, 20, 24 и так далее. Числа, которые повторяются и среди кратных 6, и среди кратных 4, это 12, потом идет 24. Обратите внимание, что разница между ними 12. Следом число, которое на 12 больше, чем 24, идет 36. 36 как раз таки будет делиться без остатка и на 6, и на 4. То есть у нас получается числа 12, 24, 36. Дальше опять на 12 больше, это будет 48, потом 60 и, собственно, так далее. В пятом Б задании нам необходимо указать числа, которые являются делителями одновременно и для 36, и для 48. Для начала запишем делители для 36 и делители для 48. Для 36 это будет единица, двойка, тройка, четверка, шестерка, девятка, 12, 18 и 36. А для 48 это будет также единица, двойка, тройка, четверка, шестерка, восьмерка. Дальше идет 12, потом 16, дальше 24 и, наконец, 48. А теперь посмотрим общие числа для первого списка и для второго списка. Итак, это будет 1, 2, 3, 4, 6, дальше идет 12, и на этом все. То есть общий делитель для 36 и 48 это 1, 2, 3, 4, 6 и 12. На этом наш урок подошел к концу. Не забудьте выполнить домашнее задание. Всем удачи, всем пока.